Добрый вечер, это новости 24 в студии Ася Добриева и коротко о главном. Глава Ингушетии поздравил нашего земляка Эрнеста Инаркиева с победой на чемпионате Европы по шахматам. Работать быстро и слаженно. В Сурхахах идет реконструкция главной дороги села. Важная миссия. В Национальной библиотеке имени Джамалдина Индиева стартовала акция «Сохраним историю». Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым. Руководитель региона проинформировал президента о социально-экономической и общественно-политической ситуации в республике, а также о выполнении поручений президента, данные им в ходе рабочего визита в Ингушетию в сентябре прошлого года. Владимир Путин заслушал доклад и отметил рост валового продукта в Ингушетии. Подробности встречи в нашем сюжете. В целом в регионе наблюдается стабильная общественно-политическая и социально-экономическая ситуация. На протяжении нескольких лет отмечается снижение общего числа зарегистрированных преступлений. Эта же тенденция сохраняется в 2016 году. Несомненно, вся эта работа стала возможна благодаря профессиональной деятельности органов правопорядка и сплоченности общества. За прошлый год не было ни одной жертвы из числа сотрудников правоохранительных органов. В этом году, в единый день голосования, в Ингушетии, наряду с выборами депутатов Государственной Думы России, пройдут и выборы депутатов Народного собрания Ингушетии. По рейтингу эффективности управление республикой вошла в 20-ку регионов. В 2015 году Ингушетия уже на 11-м месте, отметил Юнусбек Евкуров. Общественно-политическая обстановка в целом республики нормальная, хорошая, стабильная. И по итогам 2015 года, начала 2016 года, что здесь огромную работу и то, что проводила и проводит Федеральная служба безопасности, другие органы правопорядка. Ну, и важно отметить, что и общество совершенно по-другому уже относится к таким направлениям и помогает в целом и власти, и органам правопорядка. Если брать социально-экономический блок, на что мы сегодня делаем больше упор, то мы по рейтингу эффективности управления республика вошла в 20-ку регионов в 2015 году на 11-м месте. Это уже хороший успех и хороший показатель. В целом, по всем показателям мы не в минусе. Валовый региональный продукт вырос на 9% и составил 57 миллиардов рублей. В этом году эксперты ожидают рост объема ВРП на 16% до 66 миллиардов рублей. Дотационность республиканского бюджета снизилась с 38,9% в 2014 году до 37,4% в текущем. Собственные доходы бюджета выросли на 14% и составили 3,8 миллиардов рублей. Экономисты прогнозируют рост доходов бюджета на более чем 5%. Индекс сельскохозяйственного производства вырос на 2%, положительно. Динамика сохраняется и в развитии промышленного комплекса. Рост на 0,3%. Безработица сократилась с 15% в 2014 году до 14% в 2015. Ввод жилья составил 262 тысячи квадратных метров. Ингушетия стала одним из первых регионов страны, которые досрочно завершили программу по ликвидации аварийного жилья. В новые квартиры переселилось более 3000 человек. Я бы, например, лично никогда бы не построила бы эту квартиру. А вот благодаря этой программе, благодаря руководителям, нашему президенту, нашему главе, нашим строителям, мы вот теперь будем жить вот в этой красивой квартире, прекрасной. В этом году ожидается ввод еще 230 тысяч квадратных метров жилья. Строить Ингушетия любит и умеет. Ингуши очень трудолюбивый народ. И, конечно, жить на такой благодатной земле, в аварийных домах, плохо пригодных для жилья, это неправильно. Именно поэтому республика вместе с фондом ЖКХ, мы здесь работаем рука об руку. Ну, работаете вы, а мы выделяем бюджетные средства и смотрим за тем, как строится жилье. Работает очень успешно. И я хочу сказать вам, что в этом году республика первая в Российской Федерации из субъектов России. У нас еще есть 3, но вот вас мы называем первыми, кто полностью выполнит программу переселения граждан из аварийного жилья.
Также успешно завершена программа переселения граждан из оползневой зоны, в результате чего в Малгобекском районе появился целый микрорайон, 32 новых многоквартирных дома, 843 квартиры. Обзавелись новым жильем и вынужденные переселенцы из Чеченской Республики. Для них в сельском поселении Яндари уже сданы 10 домов, куда переселились 581 семья. Хочу поздравить сегодня всех вас. Особенно отрадно, что мы сегодня это событие проводим в канун светлых майских праздников. Пусть в ваших квартирах всегда царит спокойствие, хорошее настроение, все беды и невзгоды обходят вас стороной. Пусть ваши стены новые станут для вас родными. Последовательная инвестиционная политика позволила за последние 5 лет в 2 раза увеличить объем внебюджетных инвестиций с 3 до 9 миллиардов рублей. Самые яркие примеры создания в рамках политики импортозамещения яблоневых садов интенсивного типа на более чем 300 гектарах. Сад-гигант Ингушетии расширяет свой ассортимент. В этом году в хозяйстве ожидается первый сбор черешни, абрикосов, персиков и слив. К тому же здесь появился свой питомник саженцев, а рядом строится логистический центр для хранения фруктов. Это мой первый визит в Россию и в Ингушетию в частности. Проект, который мы здесь закладываем, первый в республике. Работы здесь практически не прекращаются. И при возведении питомника есть только один короткий период зимой, когда работа не производится. В остальном, грубо говоря, будем работать без отдыха. Уехать я планирую только после реализации нашего проекта. Также на основе государственно-частного партнерства начал свою деятельность молочно-мясной комплекс на 800 коров общей мощностью 6000 тонн молока в год и позволил обеспечить рабочими местами более 70 человек. За счет внебюджетных средств построено 2 молокоперерабатывающих завода. Удалось реанимировать прудовое хозяйство по производству товарной рыбы. Таким образом, в скором времени в республике появятся специализированные магазины, сделано в Ингушетии, в которых будет представлена продукция местных производителей. Что касается промышленности, то в Карабулаке запущен завод по производству полимерных труб, который выпускает полиэтиленовые и полипропиленовые изделия. Количество созданных рабочих мест на предприятии 300 человек. В Альюрте завершается строительство швейной фабрики Ингушетия, выпускаемые изделия, школьная форма, спецодежда, трикотажная продукция. В швейном объединении смогут трудоустроиться более 600 человек, а в Малгобекском районе строится завод по производству энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхярких светодиодов. По исполнению майских указов президента России Владимира Путина Ингушетия также в лидерах. Только в этом году были открыты новые и реконструированы старые школы, благодаря чему регион полностью ликвидировал трехсменку и на 10% уменьшил двухсменку. Численность обучающихся в первую смену увеличилась до 93%, а охват детей дошкольным образованием до 45%. Ингушский государственный университет обзавелся новым корпусом и научной библиотекой. Министерство по делам Северного Кавказа, Министерство экономики, Минобр и Министерство здравоохранения, они довольно серьезно помогают. Только в этом году мы реконструкцию новой школы, порядка 21 школы в республике более. Успех, мы полностью ликвидируем в этом году трехсменку и на 10% уменьшаем двухсменку. То есть хороший показатель по школам. В сфере здравоохранения удалось увеличить обеспеченность больничными койками на 10 тысяч человек. Были открыты республиканский противотуберкулезный диспансер со стационаром на 300 коек, эндокринологический диспансер на 150 посещений в смену. По поручению президента России Владимира Путина в этом году будет сдан первый в республике перинатальный центр и онкодиспансер. Теперь и дороги уже не беда. Дорожные службы провели большую работу по реконструкции участка федеральной автотрассы М-29. За счет внебюджетных источников полностью выполнена работа по горной дороге. Качество дорожного полотна уже не раз опробовали профессиональные автогонщики. Не отстают и другие виды спорта, как для начинающих хоккеистов, так и настоящих мастеров в регионе открылся Ледовый дворец Эрзи. А в Магасе школа большого тенниса, в которой несколько десятков самых юных теннисистов уже расчехлили свои ракетки. В этом году для любителей спорта в Яндаре откроется первый в сельском поселении ФОК. Также в рамках поручения главы государства строится дворец спорта. Основной вопрос, с которым я сегодня к вам пришел, я согласовал со всеми руководителями, министерствами, это федеральная силовая программа. Мы ее завершаем в этом году. В рамках вашего поручения под программу социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа туда вошли мы, но по строительству объектов экономического направления, чтобы мы могли зарабатывать. И опять же в рамках ваших поручений мы подготовили проект федеральной силовой программы, или она будет как подпрограмма Минкавказа, социальное развитие Республики Ингушетия, чтобы все-таки отставание от других субъектов сократить. Здесь у нас объекты культуры, образования, здравоохранения и спорта, то есть только социальные объекты. Поэтому
Минэкономики, Минкавказ, они все подтверждают, поддерживают. Я разговаривал с Дмитрием Николаевичем Казаком и с Александром Геннадьевичем Хлопониным, они поддерживают. Поэтому я письмо написал, просил. В этом году мы завершаем. Рост ВРП за эти годы в 3 раза, да? Да, у нас хороший С показатель. 2008 по 2015. Да, это Хороший, мощный показатель. хороший показатель, действительно хорошо. В республике увеличилось количество учреждений культурно-досугового типа на 24%. Для любителей творчества в Магасе открылся Центр культурного развития. Не отстает от равнинной части республики горная Ингушетия. Сноуборд, горные лыжи, открытые плавательные бассейны, велотропы и бейсджампинг. Благодаря развитию курорта Арымхи количество туристов, посетивших Джейрахский район республики, увеличилось вдвое. Этот год обещает еще больше открытий и свершений. Илес Курскиев, Хусен Гагиев. Новости 24. Глава Ингушетии поздравил известного ингушского шахматиста Эрнеста Инаркиева с победой на чемпионате Европы по шахматам, проходившем в Косово. На своей страничке в Инстаграме Юнусбек Евкуров написал: «Я очень рад и горд за нашего земляка. Сегодня Эрнесто снова доказал, что он лучший. Гроссмейстер уверенно выходит на мировой уровень, и я уверен, что эта победа далеко не последняя». Глава дал поручение правительству и Министерству спорта организовать чествование шахматного покорителя Европы Эрнеста Инаркиева и Хасана Халмурзиева, ингушского дзюдоиста, который недавно также выиграл европейское первенство. Эрнесто набрал 9 очков в 11 турах. Для участия в турнире были заявлены более 260 шахматистов. Напомним, в различные годы чемпионами Европы по шахматам становились россияне Павел Трегубов, Евгений Томашевский, Ян Непомнящий, Александр Мотылев и Евгений Найер. В Сурхахах продолжается реконструкция центральной дороги села, на качество которой жители жаловались давно. Уже сняли старое асфальтовое покрытие, а новый слой, как обещают дорожники, будет долговечным. Трассу сдадут в эксплуатацию в августе этого года. Наблюдал за ходом работ Салим Хамхоев. Эта трасса связывает в цепочку такие села, как Аль-Юрт, Сурхахи и Якажево. Сейчас 4,5 километра этой автодороги практически очищена от старого асфальта. Последней каплей, приведшей к решению срочно реконструировать дорогу, стала экспертиза, выявившая в конструктиве трассы ряд серьезнейших недочетов. Толщина существующей гравий. И решено заложить проектированием двуслойное гравийное основание и 2 слоя асфальта 7,5 сантиметров. В данный момент ведется кирковка существующего покрытия с вывозом и подготовка дороги для устройства дорожного основания. Ерехан Аушев живет по улице, до которой как раз дошла реконструкция. Раньше он сам за собственные деньги покупал щебень, чтобы засыпать ямы, на которых ломались проезжающие машины. Но все равно неоднократно становился свидетелем аварий на своей улице. Дорога в действительности была в ужасном состоянии, буквально метр ровного асфальта, а дальше сплошные ямы. В селе даже шутят, что именно проблема с дорогами заставила его жителей пересесть на внедорожники Нива. Но для многих жителей Ингушетии и в частности села Сурхахи остается загадкой, а почему же трассу реконструируют целиком, а не по частям, как привыкли у нас в республике. У нас сроки очень маленькие, короткие. Нам необходимо быстрее провести работы, поэтому идет как бы технологический процесс. Киркуется, след идет, готовится основание под дорожную одежду и поэтапно идет устройство всего покрытия и ремонт этой дороги. Получается, что на возмущение граждан только один ответ: потерпите и скоро получите хорошую дорогу. Стоит отметить, что сами жители Сурхахи многократно поднимали на сельских сходах проблему дорожного ремонта. И вот в какой-то момент их просьбы услышали. Наконец-то наша мечта сбылась. Недавно в нашем селе прошел сход села. Там участвовал сам глава республики Юнусбек Бамткиревич и все односельчане, наши депутаты, все попросили мы, и он обещал, что дорога будет. Все старые ошибки учтены, новый асфальт будет проложен по новой методике, которая обещает долговечное дорожное полотно. 50 сантиметров корыто шириной 7 метров. Потом заводится ПГС, 2 слоя, 20 и 18 сантиметров. Каждый слой уплотняется до нужной кондиции. Потом идет нижний слой 7 сантиметров из крупнозернистого асфальта. Потом окончательный слой из мелкозернистого, уже окончательный
с последующей разметкой. Работа идет слаженно и быстро. Об этом свидетельствует всего за полмесяца очищенная от старого асфальта дорога. А окончательный срок сдачи трассы в эксплуатацию назначен на август месяц. Салим Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24. В Национальной библиотеке имени Джамалдина Индиева стартовала акция «Сохраним историю». Работники библиотеки собирают сохранившиеся у жителей республики старые документы, книги и рукописи. В общем, все, что имеет историческую ценность. Эти богатства будут обработаны и сохранены в архиве библиотеки как на бумаге, так и в электронном виде. Подробнее об акции в сюжете Хади Добриевой. Мы хотим, чтобы приносили документы разного характера. То есть это ценные редкие издания, рукописи, домашние архивы. Старые книги, газеты, чертежи, наверное, в каждом доме. Если хорошенько поискать, что-то из этого добра все-таки да найдется. Для работников Национальной библиотеки, где совсем недавно стартовала акция «Сохраним историю», такие материалы – настоящее богатство, которое нельзя упустить. К примеру, сжечь за ненадобностью или затерять где-то на чердаке. Магомед Зуматов не только один из тех, кто активно призывает жителей поделиться с библиотекой имеющимися старыми документами, но и сам решил принять участие в акции. Старые фотографии, которые остались у меня от дедушки, это фотографии, которые изображены аулия наши, это Кунтагажи, Дени Шейх и так далее. То есть я их тоже хочу, чтобы отсканировали и сохранили. То есть в последующем случае, если каким-либо образом соответствующие фотографии они потеряют свой вид или же исчезнут, то в любом случае память о них останется. Идея провести такую акцию зародилась у работников Центра цифровых технологий, а подтолкнули их к ней частые гости библиотеки, которые нередко делились с ребятами старыми книжками и газетными вырезками, залежавшимися дома. Кстати, именно здесь и проходит самый важный этап в деле сохранения материалов – их сканирование, в результате чего данные сохраняются как на бумажных, так и электронных носителях. После того, как отсканировали эти книги, книгу сохраняют у нас на сервере в электронном виде, а те книги, которые нам примерно прислал человек, который со своего фонда, и этот фонд мы можем ему в электронном виде диск отдать ему, и его фонд возврат обратно ему сделать. За последнее время уже отсканировано и отправлено в хранилище библиотеки немало материалов. Жители республики охотно делятся семейными архивными документами, в результате чего работники этого отдела могут похвастаться целыми файлами о той или иной семье или даже тейпе. У нас есть фонд Базоркина, фонд Яндеева, фонд Дахкельгова, фонд Потеева. Сейчас недавно нам прислали фонд Гайтова. Там есть отдельные документы, когда они учились, там, что они заканчивали, какие успехи у них были в учебе или там, в работе. Есть частные коллекции, которые книги они там собирали и брали. Их печать там стоит, что их этот фонд. Информацию об архивной акции ее инициаторы уже разместили как на официальном сайте Национальной библиотеки, так и на других интернет-ресурсах, а также направили письма в госучреждения с просьбой поделиться своим документальным фондом. Также мы хотим направить письма в диаспоры субъектов Российской Федерации, библиотеки, Центральной библиотеки Российской Федерации, а также в страны ближнего зарубежья. Турция, Азербайджан, Грузия, где также очень много материалов в Ингушетии и Ингушах. Для этих молодых активистов слова «Сохраним историю» не просто название акции. Для каждого из них это важная миссия. Сохранение самых крохотных документальных свидетельств, будь то история отдельной семьи, тейпа или отдельных ингушских поселений. Все важно и ценно. Старинные книги, вырезки из газет, фотографии и даже сохранившиеся на бумаге воспоминания старших в семье. Для работников библиотеки важен каждый листочек и каждый документ. Самое важное – сохранить все эти материалы в архиве библиотеки для будущих поколений на долгие-долгие годы. Хади Добриева, Капурчах, Киев, Новости 24. Это были все новости к этому часу, а в 19:00 смотрите ингушский выпуск новостей с Фатимой Гагиевой. Всего доброго.